Здравствуйте! Энергия – это жизнь, работа и недешевый товар, который может дать и жизнь, и работу целому региону или даже стране. Судя по последним событиям, Южную Якутию в ближайшем будущем ожидает, если не новый экономический бум, то очередной виток развития точно. Это, конечно, не глобальное потепление, но душу северян, а кому-то и карман греет тоже неплохо. Осчастливленные перспективами старушки Эльги, как снег на голову свалившимся нефтепроводом, накануне лета нам напомнили и о глобальных переменах в энергетике республики. Подтверждение тому целых 3 соглашения, подписанных в мае президентом Якутии Вячеславом Штыровым и председателем правления РАО ЕС России Анатолием Чубайсом. Суть всех 3 документов сводится к развитию энергетической инфраструктуры, созданию гидроэнергетического комплекса в Южной Якутии и формированию единой энергосистемы республики, для чего планируется строительство линий электропередач от Нейрингри до Якутска, от Якутска до Мирного и от Якутска через Хандыгу до Магадана. Кроме того, компания «Якутскэнерго» переживает в этом году значительное реформирование. Чтобы разъяснить энергетикам Южной Якутии, как все вышеперечисленное отразится на работе Нерюнгринской ГРЭС, 31 мая на станции побывала делегация руководителей и специалистов компании под руководством генерального директора «Якутскэнерго» Константина Ильковского. На совещание были приглашены начальники цехов, отделов, а также их заместители, представители предприятий открытого акционерного общества «Нейрингри Энергоремонт», южно-якутских электрических сетей, Нерюнгринского отделения «Энергосбыт». Начали с подробной презентации реформирования дальневосточной энергосистемы. Константин Ильковский постарался понятным языком объяснить смысл всего происходящего в отрасли. О том, как отразится реформирование на работе персонала, сохранятся ли сотрудникам льготы и гарантии при переходе в дальневосточную генерирующую компанию, рассказал начальник управления кадровой политики Михаил Мяснянкин. Встреча продолжилась в зале заседаний, где в узком кругу специалистов выступила первый заместитель генерального директора по экономике Ольга Федорова. Подведя итоги работы в прошедшем году, собравшиеся наметили для себя ключевые задачи на 2006. На следующий день делегация акционерной компании «Якутскэнерго» впервые посетила открытое акционерное общество «Нейрингри Энергоремонт». В проведенном совещании приняли участие директор «Энергосбыта» Алексей Шеметов, начальник «Энергосбыта» города Нейрингри Владимир Ермолаев, директор Нерюнгринской ГРЭС Олег Тарасов, генеральный директор НЭРа Михаил Деревяшкин, руководители отделов предприятия и председатель профсоюзного комитета Людмила Маркина. На встрече были рассмотрены вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в период реформирования энергетической отрасли Южно-Якутского региона. Константин Ильковский назвал конкретные сроки выхода из Якутскэнерго и вхождения в дальневосточную генерирующую компанию Нерюнгринской ГРЭС и обрисовал в связи с этим схему реформирования энергоремонтного бизнеса до начала следующего года. Михаил Деревяшкин, в свою очередь, рассказал о проблемах, связанных с заработной платой, системой ценообразования, подготовкой производства работ, проведением конкурсов и тендерных торгов, поздним заключением договоров, что в конечном счете негативно отражается на выполнении производственной программы предприятия. В заключении заместитель генерального директора «Якутскэнерго» Ольга Федорова дала положительную оценку работе коллектива, отметив ее эффективность и неплохую динамику производственно-экономических показателей, а также выразила надежду на долгосрочное сотрудничество вне зависимости от хода предстоящих реформ. Что-то мне подсказывает, совсем не о реформах думалось всему трудовому населению 1 июня. А вот кого работой в разгар лета не испугаешь, так это ребят, которые отправились зарабатывать свою первую, а может быть уже и не первую заработную плату в трудовом лагере, организованном при открытом акционерном обществе «Нейрингри Энергоремонт». Дети сотрудников, учащиеся 14 и 15 школ, вот уже не первый год наводят порядок в поселке энергетиков, на территории самого предприятия и в районе спортивного избирательного округа. Между тем, наш следующий сюжет о детях помладше. Для них 1 июня еще праздник, День защиты детей, а лето – самая беззаботная пора.
Мало кто знает, что в республике Саха-Якутия проходит год детского здоровья и спорта. А вот о том, что на Нерюнгринской станции завершилась декада, посвященная этим замечательным явлениям, догадаться нетрудно. Хорошие дела в корне отличаются от благих намерений, хотя бы тем, что плоды их очевидны и радуют не только нас, но и детей. В последний весенний день молодежный отряд организации «Молоток» отправился к своим маленьким подопечным. Надо заметить, детские сады «Энергетик» и «Незабудка» связаны с коллективом Нерюнгринской ГРЭС давней и крепкой дружбой. На сей раз она проявилась на игровых площадках во дворах садов. Молодые и инициативные сотрудники станции, прихватив с собой не только хорошее настроение, но и кисти с красками, привели в порядок все малые формы. Причем сделать жизнь детишек ярче помогли, разумеется, художественные способности и в не меньшей степени вокальные данные энергетиков. Вполне закономерно, что праздник продолжился на следующий день, 1 июня. Для детей поселка Энергетиков, в том числе и садика «Незабудка», на крыльце Дома культуры Якутия было организовано настоящее театрализованное представление, посвященное Дню защиты детей и, конечно, наступившему лету. Веселые клоуны и мультипликационная антигероиня старушка Шипокляк вместе с маленькими зрителями совершили увлекательное путешествие с 3 остановками – Мульти-Пульти, Труляляйск и Вытворяшки. В каждом пункте детишек ожидали забавные задания, игры и конкурсы. Вспомнив все песни и танцы, а также вежливые слова и даже правила дорожного движения, виновники праздника получили заслуженные призы, подарки и главный сюрприз в конце мероприятия – красочные воздушные шары от любимых сказочных персонажей, у которых, как всегда, нашлись далеко не сказочные, а вполне реальные спонсоры. Организаторами и участниками мероприятия выступили администрация Серебряного Бора, Нерюнгринская ГРЭС, работники Дома детского творчества, 3-й библиотеки и Дома культуры Якутия. Поздравляют ли с Днем защиты детей героев нашего следующего сюжета, сказать трудно. Они тоже еще дети, но в то же время бесстрашные бойцы на льду. Вратари, защитники, нападающие, сыгравшие свои последние игры в закончившемся хоккейном сезоне. Очередной хоккейный сезон закрывали, как всегда, громко, жесткими ледовыми сражениями за 3-й по счету Кубок президента Якутии. На турнир в поселок Энергетиков Серебряный Бор приехали команды из Хабаровска, Читы, Ангарска, Тынды, Якутска и Нерюнгри. Всего вместе с именитыми хозяевами соревнований в турнире приняли участие 18 команд, разделившихся на 3 возрастные группы. На торжественном закрытии, помимо основных наград, были вручены персональные – лучшим защитникам, нападающим, бомбардирам и голкиперам. Причем в некоторых номинациях отмечены были далеко не только мальчишки, но и представительницы слабого пола – команды «Энергия-девочки». Лучшим бомбардиром в своей возрастной группе стал Вячеслав Клюев, «Энергия-94», забросивший в ворота соперников 15 шайб. Приз за мужество и бойцовские качества достался, и это символично, самому юному 6-летнему хоккеисту Семену Соловьеву, также игравшему за «Энергию». И вот то, ради чего, собственно, и шла вся борьба – Кубок президента. Ввиду отсутствия самого Вячеслава Штырова, главный приз турнира вручал тоже президент Нерюнгринской федерации хоккея, вице-президент Федерации хоккея Якутии Олег Тарасов. В младшей группе победителями стали гости из Читы. А вот в остальных группах кубки забрали хоккеисты «Энергии». Примечательно, что заслуженные награды достались и тренерам самых ярких в масштабах России, в том числе серебряноборских команд «Энергия-94» и «Энергия-95». Почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и спорта был отмечен Михаил Вышеславцев, а Константин Асеев стал отличником физической культуры и спорта республики. Кроме того, благодарственные письма получили все спонсоры соревнований, в очередной раз поддержавшие детский хоккей.